Таван Осхагал. Таван Осхагал. Рывагатенне булдар чевашин на царадивин эфиринже шаксамантра Таван Осхагал каларами пень и бира хамраны истории бегада культура батепленрех палашма булдараппар. Паянхи калашу пире самавалги тапхрайзагая чеваш халахе ергелене выходцине выл иги бинчул ета дамаларах ритапхарда шамбада кумбек чухне пиде нумай пыльдеры шляба нашу дайлес плать волчелье балаки синеде унзыр бушне тень бір ахаль балак синеде. Куйдузне ужимлатма пырреде шымыл марманжиндезе синебер хамыр ергеленне вырындан самай инже бурнат причамбада переплушмашкан халинче перен ехташ шамбике филология слухизен кандидача расшири наука академии челье пелевен институтчень асла наука щеня Александр Владиславович Савельев келзежитре. Александр, салам. Салам, выргун булдыр. Перень паян пиде кыткас уйду, сана выросла калашмешем дарахта была прихагавить. Сегодня у нас очень сложная тема, мы бы хотели поговорить по алтайской теории, наверное, побольше о распаде про алтайской общности и о распаде про тюркской общности, которые, в общем-то, наверное, шли друг за другом. Когда эти основные группы все-таки выделились, как это происходило и почему мы можем говорить о том, что действительно некогда какая-то некая проалтайская общность все-таки существовала. Ну вот мы с самого тяжелого вопроса, видимо, решили начать эфир. Да. Здесь, конечно, без предыстории не обойтись. Для начала я погружусь несколько в историю вопроса как раз. Наверное, нужно начать отсчет изучения алтайских языков с Филиппа Страленберга. Это шведский военнопленный, который в Полтавскую битву был пленен и, соответственно, проходил через земли Поволжья по пути в Сибирь, где, собственно, и держали пленных. И по итогам своего пребывания в России, то есть это у нас первая половина, получается, XVIII века, он написал книгу, которая в 1730-х годах вышла в Европе и произвела фурор, потому что фактически он впервые подробно описал народы, населяющие так называемую Тартарию. Тартарией называлось, собственно, то, что можно было бы в нынешних терминах назвать внутренней Азией. То есть народы, населяющие зоны внутри Евразийского континента, как правило, далеко от побережья, и часто населяющие степную зону или соседствующие с степной зоной территории, и в большинстве случаев это тюркоязычные народы. И, соответственно, описав различные народы, впервые дав словники, то есть небольшие словарики для различных языков, включая и словник чувашского языка, фактически у нас первый словарь чувашского языка публиковал как раз Страленберг. Там у нас содержится 28 слов чувашских. Между прочим, достаточно хороший уровень записи, несмотря на то, что он, конечно, чувашского языка не знал, только мимо проезжал. И, помимо всего прочего, он пришел к выводу, что большая часть тех народов, которые он описывает, являются родственными. Но он не говорил об алтайских народных языках, он говорил об урало-алтайских. То есть речь идет о народах в общем виде, соответствующих нынешним алтайским народам и уральским народам. Да, то есть в этом смысле он стал основателем урало-алтайской теории, которая объединяла, скажем так, большую часть народов внутренней Азии. Надо сказать, что все-таки он писал в донаучную эпоху, строгий научный метод на тот момент не сложился, и его концепции, они были построены, если мы говорим о языке, по сути, только на замечании внешнего сходства между языками, а также на сходстве культур. Да, то есть это тюркские и тюркизированные во многом народы, во многих случаях ведущие кочевой образ жизни или, по крайней мере, испытавшие некоторое влияние со стороны кочевников. Вот их он объединял, то есть, но при этом строгой лингвистической, конечно, базы под этим не стояла. И надо сказать, что в течение 18 и большей части 19 века, конечно, у нас, опять же, строгой научной базы под алтайской теорией не существовало, а некоторый прорыв произошел уже в первой половине, в середине 20 века. Здесь нужно отметить два таких имени. Первое – это Рамстед, второй – Николас Поппе. Оба ученых, соответственно, родились в Российской империи, на территории Российской империи. Один швед, другой немец. И так или иначе, каждый из этих ученых попытался сформировать уже научную концепцию алтайской семьи.
Каждый написал по большой книжке на эту тему, и фактически вот в первой половине, в середине 20 века, исходя из их трудов, на этой основе алтайская теория была в какой-то степени принята мировой лингвистикой. Вообще, надо сказать о составе теперь алтайской семьи. Как правило, вот с самых ранних работ, когда мы говорим об алтайских языках и народах, имеются в виду три ветви, три группы. Это тюркские языки, монгольские языки и тунгуссо-маньчжурские языки. Это так называемые ядерные алтайские языки или внутренние алтайские языки, потому что, если уж мы не верим, что они родственные, то мы вообще уже об алтайской семье не можем говорить. Но при этом в 1920-х годах в работах Рамстедта была добавлена к этому набору четвертая ветвь – корейский язык. И уже во второй половине 20 века Миллером было предложено сюда включать и японский язык. Вернее, было бы говорить не о японском языке, а о японической ветви, японической группе, потому что на Рюкюских островах, в Южной Японии, местные языки все-таки не очень похожи на современный японский, корректнее их называть отдельными языками. То есть это некоторая такая небольшая семья. И таким образом, к концу 20 века те ученые, которые разделяли алтаистические позиции, соответственно, признавали, что здесь идет речь о родстве между 5 ветвями. Тюрки, монголы, тунгуссо-маньчжуры, корейцы и японцы. Но надо сказать, что уже с середины 20 века родилось такое довольно мощное антиалтаистическое движение. И, забегая вперед, скажем, что я, конечно, алтайскую теорию поддерживаю, я над ней работаю, прямо сейчас занимаюсь некоторыми вопросами, которые, я надеюсь, способны продвинуть ее вперед, но при этом, конечно, нельзя говорить, что антиалтаистика вредна, например, потому что только в дискуссии между двумя противоположными точками зрения рождается истина. И среди антиалтаистов было много выдающихся и даже великих ученых, но самый, наверное, великий из них – это Герхард Дёрфер, немецкий ученый-антиалтаист 20 века, который, скажем так, в наиболее чистом, ярком виде сформулировал все возражения, которые могут существовать против алтайской теории. Но самое главное из них, он показал, что во многих случаях те слова, которые алтаисты считают родственными, на самом деле являются заимствованиями. И действительно, конечно, мы сейчас понимаем, что действительно огромное количество общих слов между тюркскими и монгольскими языками являются заимствованиями. А кроме того, огромное количество слов между монгольскими и тунгуссо-маньчжурскими языками являются заимствованиями. Кроме того, не исключено, что и между корейским и японским тоже есть слой заимствованной лексики. Но здесь нужно сделать важную оговорку. С точки зрения антиалтаистов на этом можно закончить дискуссию. Но, однако же, факт наличия заимствований между двумя языками родственными, между двумя языками вовсе не исключает факта их родства. Здесь можем просто привести простой пример – чувашский и татарский. У нас огромное количество татарских заимствований в чувашском языке, есть чувашские заимствования в татарском языке. Эти факты нисколько не мешают нам считать, что оба эти языка являются родственными, принадлежат к тюркской языковой семье. Вот, пожалуй, над этим мы сейчас и работаем. Мы пытаемся отделить случаи заимствования между алтайскими ветвями. И после того, как мы их учтем, остается та лексика, которую мы уже не можем объяснить при помощи контактов. И это будет, получается, у нас лексика праалтайского языка. Вот над этим мы сейчас и работаем. Вот всегда было интересно, на самом деле, а какой был состав, например, в плане слов у древних народов? То есть, если мы говорим про современные языки, понятно, что у нас их очень много различных слов, чтобы обозначать самые разные термины. Например, если мы обратимся к периоду вот как раз праалтайской общности, наверное, там не так много слов было, как сейчас. Здесь нужно различать два момента. Первое, сколько там реально было слов, а второе, сколько слов мы реалистично можем восстановить. Потому что в науке что-то существует лишь в той степени, в какой оно проявляется, в какой оно нам доступно. Да, то есть, понятно, что чисто теоретизируя, какой мог быть словарный состав праалтайского языка. Там точно было то, что называется базовой лексикой. Базовая лексика, иначе мы могли бы ее назвать некультурная лексика. Не в смысле грубая или неокультуренная, а лексика, не связанная с человеческой культурой, мало связанная с человеческой культурой. Что это такое? Это, например, части тела. Да, то есть части тела есть у всех людей, у всех народов. Независимо от того, какая у тебя культура, у тебя есть части тела, и, соответственно, есть название этих частей тела. Независимо от того, какая у тебя культура, слова, называющие части тела, в твоем языке будут. Независимо от того, какая у тебя культура, в языке должны быть местоимения. Я, ты, этот, тот. Да, то есть, чтобы, в принципе, ориентироваться в пространстве, чтобы строить речь, нам нужны местоимения. Такие базовые существительные, базовые глаголы: идти, лежать, спать. Базовые прилагательные: большой, маленький.
некоторые базовые цвета, но на самом деле здесь уже мы входим в сферу культурной лексики. Например, даже вот если что касается названия цветов в монгольских языках, но там большие отставания есть, подозревают, что не все заимствованы из тюркского, или, по крайней мере, большая часть. Почему? Потому что актуальны были масти лошадей, и через, получается, конное дело вот эти названия цветов входили в язык. То есть, по сути, это уже культурная лексика стала. Да, то есть здесь грань очень, такая, тонкая. То есть монголы, получается, действительно переняли кочевничество от тюрков? По-видимому, да, потому что огромное количество скотоводческой лексики действительно имеет тюркское происхождение. И, конечно, мы сейчас во многом занимаемся переоценкой алтайской гипотезы, потому что в предыдущем ее изводе, который существовал лет, скажем так, 25-30 назад, все-таки еще предпринималась попытка, восстанавливать скотоводческий лексикон для проалтайского языка. И даже, скажем, в алтайском словаре, изданном Московской школой в начале нулевых, там есть некоторое количество таких слов, которые как бы обозначают термины, связанные с кочевым скотоводством. Но, конечно, это была ошибка в том плане, что лингвисты иногда просто фокусируются на лингвистической части вопроса, не смотря на другие. А сейчас мы, конечно, знаем, что это просто не может быть, потому что если алтайское родство существовало, проалтайское общество существовало, то она могла существовать, где-нибудь в 5-6 тысячелетии до нашей эры, не позже. Это очень древнее родство. Это группа, которая существовала до, например, праиндоевропейской общности. Иначе это объяснить нельзя. Но в то время кочевого скотоводства в принципе не существовало. Кочевое скотоводство зародилось на Ближнем Востоке. До Восточной Азии, где мы и можем локализовать проалтайскую общность, оно дошло только на рубеже уже 2-1 тысячелетия до нашей эры. Таким образом, в принципе, мы не можем говорить о какой-то древней лексике, связанной с кочевым скотоводством. И, в принципе, с большой вероятностью мы не можем говорить ни о какой культурной лексике, восходящих к проалтайскому периоду, потому что это такой огромный диапазон во времени, что культура столько раз уже поменялась, характер культуры поменялся во всех этих языках, что от наиболее архаичного слоя с большой вероятностью уже ничего не осталось. Когда мы говорим о реконструкции проалтайского языка, и о реалистичной правдоподобной реконструкции, скорее всего, мы должны стремиться к тому, чтобы реконструировать в лучшем случае несколько сотен слов, в самом лучшем случае, которые будут иметь как раз базовое значение, не связанное с культурой. Вот только об этом мы можем говорить. То есть, на самом деле, мы можем говорить больше о тех словах, которые представлены условно в списке сводыша. Да. То есть, все понятно. По кочевому скотоводству, насколько я помню, у тюркских народов там тоже заимствования из иранских идут, да, собственно говоря? Есть, да, потому что тюрки уже с древних времен общались с восточными иранцами, там в лексике молочного производства есть восточноиранские заимствования. Но при этом сами уже тюрки выступали культуртрегерами, и термины, связанные с скотоводством, всем соседним народам потом уже дарили. Заимствования из иранских, они, конечно, закономерны, потому что в роли хозяев степи иранцы предшествовали тюркам. Александр Владиславович, все-таки такой вопрос, если это было 5-6 тысяч лет назад, это не 5-6 тысяч лет назад, это получается 5-6 тысяч лет назад до нашей эры, мы должны рассматривать где-то 7 тысяч, 8 тысяч лет назад вообще. Это же огромное время, то есть получается распад проалтайской какой-то общности произошел настолько давно. Да, именно. Ух ты. И, скажем так, у нас в мире существует несколько школ, которые этой проблемой занимаются. Они все более-менее сейчас согласны, что это не позднее, чем 4000 лет до нашей эры, и не раньше, чем 6000 лет до нашей эры. То есть 4-6 тысяч лет до нашей эры, тот диапазон, о котором мы можем говорить. То есть Восточная Азия. Интересно. Да. А за счет чего мог произойти распад проалтайской общности? То есть, наверное, это было небольшое сообщество людей, прежде всего, да, которое занималось чем-то единообразным, наверное, однообразным. Если к ним кочевое скотоводство само по себе, этот кочевнический образ жизни, он пришел где-то, 3000-4000 лет назад, условно говоря. То есть, это новая культура, которая пришла заметно позже, после распада. А за счет чего мог произойти распад так давно? Здесь мы не можем ответить на этот вопрос без того, чтобы попытаться локализовать, а не только датировать алтайское общество. Как мы его можем локализовать? Мы просто можем посмотреть на территории, занимаемые прародинами дочерних ветвей. То есть, где у нас были про тюрки, про монголы, про тунгусы-маньчжуры, про японцы и про корейцы. И если мы эти пятна на карте локализуем, разместим на карте, то мы, собственно, увидим такую цепочку, тянущуюся, примерно от Монголии, от нашей Южной Сибири, до Маньчжурии, фактически до Корейского полуострова. Да, то есть это куда расселились потомки проалтайской общности. Отсюда мы можем
на самом деле довольно условно попытаться понять, где была прародина Алтайска. Она не могла быть где-то далеко, потому что все ее дети находятся вон там, в той части. Условно мы считаем, что с большой вероятностью все-таки это был Китай, некоторая, скорее всего, северная часть Китая, как раз примерно Маньчжурия. Да, то есть это северо-восток Китая, с большой вероятностью. Там может локализоваться проалтайская общность, хотя теории существуют разные. Некоторые исследователи предполагают, что скорее ближе на юг, к Хуанхэ. Тоже вариант такой можно рассматривать. Но с большой вероятностью это Китай, и, соответственно, ввели эти племена оседлый образ жизни. Важное место, конечно, занимало в их жизни охота, собирательство, вероятно, рыболовство. И вот, конечно, такой большой вопрос, знали ли они земледелие. Я в конце 10-х годов 3 года работал в Германии в проекте, посвященном реконструкции культуры, насколько это возможно, проалтайской общности. И вот согласно концепции, которая была принята в этом проекте, как раз мы изучали эту возможность, что, возможно, они были ранними земледельцами. В принципе, это не исключено, потому что действительно Китай, и в частности Северный Китай, это один из древнейших центров земледелия. Как раз на севере Китая было одомашнено проса. Там жили земледельцы, первые земледельцы проса. И согласно концепции, которая была принята в нашем проекте, как раз могли они говорить на проалтайском языке, эти первые земледельцы проса. В принципе, конечно, в московской школе более скептически относятся к этой концепции, скорее такая агностическая позиция, что мы не знаем, мало что можем сказать о культуре проалтайцев, но надо сказать, при всем при том, что, конечно, тема земледелия у алтайских народов и у тюркских народов, она как-то проходит стороной, мы мало об этом говорим. Потому что, в принципе, у нас алтайские народы в целом и тюркские народы ассоциируются со скотоводством. И кочевничеством. Но надо понимать, что это вещь довольно поздняя, кочевое скотоводство. И, с другой стороны, мы не можем сказать, что тюркские и другие алтайские народы не знают земледелия. Даже мы чувашский язык возьмем, у нас термины для злаков свои. Это не заимствованные из русского, например, языка, как правило. Это в основном свои тюркские термины. Это значит, что даже в те периоды чувашской истории, булгарской истории, тюркской истории, когда основным занятием было кочевое скотоводство, все равно в качестве подсобного некоторого хозяйства земледелие у нас сохранялось. И это, конечно, видно даже и по историческим описаниям. Собственно, в Волжской Булгарии, понятное дело, было земледелие, и даже на более раннем этапе. Например, когда в древнекитайских хрониках описывают хунну или сюнну, которые предположительно могут быть ассоциированы с протюркским народом, там такие странные фразы встречаются, что «а в тот год у сюнну проса не уродилось». Откуда следует, что это странное вообще событие. Каждый год они собирают урожай проса. А тут не получилось. Ой, на самом деле, если даже обратиться к традициям наших соседних народов, которые совсем недавно отошли, например, от того же кочевого образа жизни, например, тех же башкир, они ведь тоже засеивали. То есть шли, засеивали, потом уходили на кочевье, потом уходили и собирали. Да. Собственно говоря, наверное, такое было возможно и на ранних этапах. Хорошо. Проалтайская общность распалась, значит, получается, образовалась протюркская общность, промонгольская общность и протунгуссо-маньчжурская. То есть, наверное, они как-то распадались тоже. Сначала какая-то группа отдельно, например, монголы, тунгусы-маньчжуры, или тюрки-монголы. Как это могло происходить? Это вопрос очень дискуссионный. То есть, конечно, традиционная точка зрения всегда утверждала, что проалтайская общность распалась на тюрко-монгольскую и тунгуссо-маньчжурскую. Да, то есть предположение состояло в том, что тюрки и монголы близкие родственники. Но уже начиная с середины 20 века, и чем дальше, тем больше, все-таки набирала популярность альтернативная гипотеза, согласно которой более близкими родственниками являются монголы и тунгусы-маньчжуры, а тюрки – это группа, которая отстоит от них. И, скажем, даже в нашей рабочей группе в Москве, скорее как более распространена такая точка зрения о монголо-тунгусском, более близком родстве, в которое тюрки не укладываются. Я, честно говоря, не уверен в этом. Я думаю, что вполне возможно все-таки тюрко-монгольская общность существовала, противопоставленная тунгуссо-маньчжурской. Скажем так, я надеюсь, что мы сможем этот вопрос прояснить. Так или иначе, мы должны сказать, что, наверное, уже где-то во втором тысячелетии до нашей эры, даже если была предковая тюрко-монгольская общность, она уже распалась, уже существовал протюркский народ, протюркская общность, который продолжал существовать и в первом тысячелетии до нашей эры. Мені в перенкиске дохтав думалый выход щитря, азлер захварат про перембадраха нарабан Александр Владиславович Савельев, филология слухизен кандидате шамбике хращири наука академин чельхе белевень институчень асла наука эщеня. Те протемище замандрантель булабарга. Таван осхагал. Таван
осхагал. Каларма мала ладос малый выход щитре, а лидер захварат про пирим батрабан ханара Александр Владиславович Савельев, филология услугесень кандидатча, щавынбеге хращери наука академиен, чилихе пелевень, институчень, асла наука эщеня, и берум бабан Алтай берлихи берги галажапар. То есть про тюркскую общность это уже то, что действительно несомненно интересно для нас, но тут возникает, наверное, такой вопрос. Тот же Попе, про которого ты говорил, отмечает, что Чуваши находятся между монгольскими и тюркскими народами. Как будто бы у нас вот тот народ, который не совсем понятно, где и от кого отделился, но находится как будто бы в промежуточном положении настолько, что его можно выделить даже в отдельную группу. Я даже такие версии читал. Так вот, все-таки вопрос очень актуальный. Почему в монгольском языке так много чувашских слов? Это вопрос, опять же, непростой, как и все в науке. Здесь придется поделить ответ на несколько частей. Ну, действительно, у нас существует такой феномен, как наличие большого количества лексики в монгольском языке, которая выглядит очень похожей не просто на тюркскую, а вот конкретно на булгарскую, на булгаро-чувашскую, скажем так. С точки зрения противников алтайской теории, антиалтаистов, существование этого слоя лексики объясняется тем, что уже после распада протюркской общности, когда у нас появились отдельные булгары, из языка этих булгаров монголы заимствовали вот такое огромное количество лексики. На наш взгляд, алтаистический, у этой теории, скажем так, слишком много подводных камней, слишком много моментов, которые остаются необъясненными. Мы предпочитаем объяснять эти сходства несколько по-другому. И, опять же, этот огромный массив общей лексики, по-видимому, принадлежит к нескольким слоям. Во-первых, конечно, у нас есть даже уже и очень поздние среднемонгольские заимствования в тюркских языках, их тоже нужно о них не забывать, в частности, и в чувашском языке эти есть заимствования 13 века, скажем так. Кроме того, у нас, по-видимому, есть тюркские заимствования в монгольском ранние, но не из булгарского, а из протюркского языка. Может быть, даже есть и промонгольские заимствования в протюркском. То есть да. протюркские заимствования в монгольском языке обладают обликом чувашского языка. Именно. Дело в том, что в зависимости от нашей позиции по алтайскому вопросу довольно сильно меняется облик протюркского языка. Антиалтаисты предполагают, что протюркский язык выглядел ближе к стандартным тюркским языкам, не чувашскому. А с точки зрения алтаистов, протюркский язык выглядел довольно близко к прабулгарскому языку, то есть предковому языку чувашского языка. И, соответственно, с точки зрения алтайской теории, именно что большое количество лексий, которые выглядят как чувашское в монгольских языках, объясняется тем, что просто протюркский язык выглядел именно так, похожим на чувашский, в большей степени, скажем так, чем предполагают антиалтаисты. Вот. Ну и, конечно, с точки зрения алтаистов, наконец, есть еще один слой лексики, который является именно что родственным. Не только заимствование из протюркского монгольский, но еще более глубокое родство вот этих самые 5000 лет до нашей эры. И с той самой стадии осталось некоторое количество общей лексики в тюркских языках и в монгольских языках. И здесь, опять же, нужно вернуться к концепции Поппе, потому что она, конечно, в современной науке, можно сказать, маргинальная, но на самом деле к ней имело бы смысл более детально вернуться, потому что она не настолько смешна, как она может показаться. Потому что, с одной стороны, конечно, у нас нет сомнений, что чувашский язык – тюркский язык. Но, с другой стороны, я лично в этом уже практически уверен, в чувашском языке, в отличие от всех тюркских, сохраняется некоторый пласт очень архаичной лексики, которая просто в других тюркских языках была утеряна и которая является родственной монгольской, то есть именно что восходит к алтайскому родству. Да-да-да, я помню, вот, например, как отрицание «ан», да? Да, то есть вещи. Отрицательный глагол, из которого происходит чувашская «ан», запретительная частица. Потом, например, вот местоимение, которое мы находим как первую часть «эйбир», «эйзер», и, по всей видимости, это та же самая морфема, та же самая частичка, которая у нас есть еще в указательных словах типа «аг», «ав», вот это «а» и потому что, допустим, еще в памятниках 18-19 века там же не пишут «эйбир», «эйзер», там пишут «абе», «азе», «абер», «азе». По-видимому, это более ранняя форма, то есть там было вот это «а». И это «а» у нас появляется как раз в местоимениях первого лица, в указательных частичках «этот», «вон». И, соответственно, чувашское «а», оно берется из более старого «э». А это же самое «э» со значением типа «этот», а мы находим и в монгольских языках, и в тунгуссо-маньчжурских языках. Поразительно. Вот
даже ведь и не подумаю, что такие простые вещи, да, могут на самом деле указывать на такую древность. По поводу «ан», мы тут как-то сидели на работе, думали об этом, и знаешь, вот когда мы говорим «нет, не буду делать», мы такие «а-а». Вот такое что-то очень древнее, очень, как будто бы даже что-то примитивное, наверное, которое вылилось в отдельное слово. Ну, потому что действительно самые базовые слова, они, конечно, более устойчивые. Короткие слова более устойчивы, чем длинные слова. Те же самые местоимения. Вот мы о первой частичке чувашских местоимений «эбе», «эзе» поговорили, а можно то же самое сказать и о второй частичке, то есть «бе» и «зе». Да, то есть озвончение — это вещь уже довольно поздняя с «вз», а так корень там был «би» и «сы». И если мы возьмем тунгуссо-маньчжурские языки, там «я» будет «би», а «ты» будет «сы». Монгольских, по-моему, также. Потому что Монгольских «би» с частичкой «ты» там чуть посложнее. Всё. Вот, но «я» тоже будет «би». Да-да-да, я помню по-калмыцки, например, «бечам де дуртав» мне объясняли. Да. Когда это калмыцкий. А в других тюркских языках, соответственно, у нас эти слова были утеряны, там форма косвенных падежей, неименительного падежа все вытеснила, поэтому там «бен», который у нас «ман». Как это интересно, то есть сидеть вот в этом во всем разбираться, выстраивать логические связи и так далее, и так далее. Ну, если мы говорим про алтайскую общность, то там, наверное, не так просто что-то найти. Но если мы говорим про тюркскую общность, то здесь как будто бы все намного проще должно быть, потому что языки живые, их много, и сравнивать их тоже можно, наверное, бесконечно долго. Однако прийти к какому-то единому выводу, наверное, тоже бывает непросто, потому что по поводу возникновения, например, той же чувашской или булгарской группы есть огромное количество различных мнений. Там чуть ли не воспринявшие стандартный тюркский язык какие-то другие народы. И как будто бы все обосновано, и весьма даже интересно читать эти версии. Давай поговорим про распад уже протюркской общности, вообще что такое протюркская общность, где она могла локализоваться и что мы про нее вообще знаем. Ну, здесь мы должны начать со следующего момента. Для начала нужно сказать, что такое протюркский язык. А протюркский язык — это общий предок всех известных нам тюркских языков, поскольку они являются родственными, и, как правило, мы это легко видим, что они являются родственными. Это значит лишь то, что когда-то существовал некоторый язык, потомками которого они все являются. То же самое, что с родством у людей. Это доказанный и неоспоримый факт, что протюркский язык существовал. А если протюркский язык существовал, значит, должен был быть и народ, который на этом языке говорил. Соответственно, у этого народа должна была быть некоторая территория существования, некоторый период, когда он существовал, а также некоторая культура. То есть мы должны и можем попытаться реконструировать, собственно, некоторые элементы культуры этого народа. Ну, про датировки я уже начал говорить. По-видимому, протюркский народ уже существовал во втором тысячелетии до нашей эры, и он точно существовал в первом тысячелетии до нашей эры. Конечно, существует некоторый разброс мнений относительно того, когда он распался. Вот все-таки, если основные мнения попытаться суммировать, то распад произошел не ранее середины первого тысячелетия до нашей эры и не позже, скажем, рубежа эр. То есть где-то за 500 лет. Да. Но мы вот в нашей работе, как правило, все-таки исходим из той позиции, что скорее в районе рубежа эр булгарская группа отделилась и, соответственно, начала дальше свое путешествие на запад. Что касается территории, опять же, мы мало можем сказать о территории существования раннего протюркского народа, потому что наш метод скорее все-таки позволяет говорить о позднем этапе. Когда мы говорим о позднем протюркском народе, это уже время, когда кочевое скотоводство распространилось. А что это означает? Это означает, что и территория народа становится огромной. Потому что кочевники, они занимают огромную территорию. Именно поэтому, когда мы говорим о тюркской прародине, мы используем следующую формулировку. Значит, это у нас Южная Сибирь, Саяно-Алтайский регион, значительная часть Монголии, Восточной Монголии, степи Монголии и, по-видимому, с заходом даже на территорию Китая, внутренняя Монголия. Вот такая огромная территория, по-видимому, была занята протюркским этносом. Это у нас вокруг пустыни Гоби, да? Ну да. Над ней. Ну там разные, именно что разные географические ландшафты. Соответственно, у нас есть и горные пейзажи, есть степные пейзажи, и такие полупустынные, конечно, тоже будут. Это, опять же, у нас есть метод культурной реконструкции. Он заключается в следующем. Мы смотрим, какие слова с какими значениями восстанавливаются для протюркского языка, и отсюда мы можем сделать вывод, что если есть некоторое слово для какого-то феномена или объекта, значит, и этот объект располагался не очень далеко. А дело в том, что протюркская лексика, она-то как раз довольно разнообразная. Там есть и горные пейзажи, и лесные пейзажи. Лесная лексика хорошо представлена протюркском, и степная. То
То есть это именно что должна была быть граница между лесной зоной и степной зоной. И то, и другое должно было быть охвачено. Степи и лесостепи. И, соответственно, вот леса южносибирские. Ну, огромные территории, действительно. То есть, наверное, про численность мы ничего говорить не можем, но с другой стороны, мы можем немножечко подумать об археологических культурах, которые там могли существовать. Есть ли какие-нибудь данные про археологические культуры, про тюркского этноса, условно говоря? Существуют две основные теории. Одна теория отождествляет протюрков с культурой хунну, как раз таки, о которых было уже упомянуто, а другая теория отождествляет их с так называемой культурой плиточных могил. Это вот тоже культура того времени. Если кто слышал о такой вещи, как оленные камни, вот часть этих оленных камней, как некоторые исследователи считают, была оставлена культурой этих самых плиточных могил. Ну, честно говоря, что касается взаимодействия между лингвистами и археологами при работе с протюрками, там много сложностей, скажем так, не налажено еще это взаимодействие. С теми археологами, которые я общался, не готовы они вообще ничего конкретного на эту тему говорить, это, скажем так, работа будущего. Культура плиточных камней, когда я про нее читал, был немножечко поражен, наверное, тем, что все-таки как будто бы хочется увидеть в этом что-то такое древнее тюркское, потому что само обустройство могил немножечко, использование, например, тех же гробов, ориентировка в пространстве и так далее, она так напоминает то, что сейчас есть у чуваш, например, и, понятное дело, не во всем, а в каких-то деталях, и как будто бы в этом так хочется увидеть исток вот как раз культуры. Будем надеяться, что когда-нибудь этот вопрос станет понятнее. Про тюркскую общность, которая занимает огромные территории. Логично, что в какой-то момент эта общность, она будет только расти и расти, значит, она точно должна распасться. Рубеж веков, то есть в это время у нас возникает какие-то две тюркские группы, видимо, может быть даже больше, кто ж его знает. Исследователи языка в чем сейчас видят основную причину распада? Почему это все-таки произошло? Как правило, все-таки поводом к распаду являются конкретные события. Мы, конечно, не можем с уверенностью говорить. Может быть, и климатические какие-то изменения могли повлиять, это часто такое бывает. Но здесь интересно то, что распад протюркской общности, он довольно хорошо ложится на поражение хунну от китайцев. И, соответственно, вот такое было нанесено тяжелое поражение, после которого часть хунну откочевала на запад. И это вполне может совпадать как раз с лингвистическим событием отхода предков булгар на запад и начала их пути, соответственно, в Европу. То есть какое-то критическое событие для общества племен, которые мы знаем под названием сюнну, хунну, да, они потерпели поражение в войне. Как вариант, да. Одна из причин, может быть. Еще один вопрос, наверное, который в данном случае точно возникает. Есть понятие сюнну, да, которое, как правило, отождествляется с хунну. Есть еще разные другие группы, типа сяньби, табгачи, ухуани и так далее. Это как разновидности племен сюнну или это уже что-то более конкретное? Здесь нужно, конечно, говорить о том, что лингвистические классификации могут не совпадать с историческими, с классификациями, касающимися материальной культуры, да, но вот я просто как пример приведу. С точки зрения лингвистики, конечно, синьбейцы – это монгольские племена. Это никакого сомнения в этом нету. И с табгачами то же самое. В какое-то время в науке была версия, что табгачи – это народ, имевший булгарский язык, булгароподобный язык, но сейчас, в общем, нет сомнений, что табгачи говорили на монгольском языке. Поэтому, конечно, они могли как-то политически быть аффилированы друг с другом, могли быть какие-то пересечения в материальной культуре, но лингвистически мы не должны эти народы отождествлять или даже сравнивать непосредственно. То есть про тюркоязычности мы можем говорить только касаемо сюнну. На данный момент уверенно. На данный момент да, потому что мы не очень понимаем, допустим, хорошо, мы берем культуру плиточных могил, какой коррелят у них в письменной истории, например. Да, то есть, что это за народ, вообще говоря. Если мы говорим о сюнну, у нас в китайских источниках сохранилось некоторое количество слов, которые китайцы считали словами языка сюнну, и, довольно значительная часть из них оптимальным образом должна читаться через такую раннюю тюркскую фонетику, позднепротюркскую, скажем так. Вот как раз я помню какой-то текст, который рассказывал про то, что надо вывести войска. Да, это в китайском источнике, значит, у нас в Устишие некоторое пророчество, которое, значит, озвучил некоторый мудрец перед началом войны, и оно попало в источник. Притом сам источник уже довольно поздний, на несколько веков позже, но восходить может к более раннему времени. И, соответственно, ученые довольно долго бьются, пытаются его прочитать на каком-нибудь языке. В частности, бывают и очень экзотичные версии. Например, читали его
И это в серьезных западных журналах издавалось на кетском языке. Ну, не на кетском, на пумпокольском, на родственнике кетского языка, уже практически вымершего сибирского, енисейская семья языков. Но я все-таки полагаю, я соглашаюсь с теми исследователями, которые считают, что оптимальнее всего, конечно, считать это на тюркском. Очень здорово. В наших передачах, кстати, пару раз звучала версия, что там уже впервые проявлен язык как раз лир типа, как раз со словом «дал». Или дал, типа наружу. Мы считаем так же. В общем, просто дело-то в том, что мы реконструируем про тюркский язык именно как язык условно лир-типа. Лир-типа, все. Одно другому не противоречит. Огромное спасибо за такой прекрасный экскурс на тысячелетия назад. Я думаю, мы в следующих передачах подробнее это все разберем. А сейчас же кала захварат прибиранжах Алтай бірлігі арганны бірге тада еплерех майба берін терек сен бірлігі самавалхи как терегушкыне арганны бірге де біркіштақ самахус катрым аранжах куйдузне бір шитескаларым зинче уйжымлатса падері бірға. Шамбада тавда бұш бірімбе бірле бұлны жын. Шамбеке хазілер захварат бірбірім батраха нарабайын филология слыхи зен кандидача. Расширие наука академии Чельхе Пелевен институт Асла наука ищения Александр Владиславович Савельев пульче. Эбе кларма эрце браган илдияр, кжехтель булы бір, чебер. Таван осхагал. Таван осхагал.